преддверии школьной четверти, второй школьной четверти, мы пригласили в студию «Доброй разницы Беларусь» девушку, юную, очаровательную певицу Анастасию Жабко, которая, кстати, во-первых, школьница, а во-вторых, у нее не только ученический богатый опыт, но еще и сценический. Ведь Настя обладательница первой премии на 14-м международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2016», финалистка национальных отборов на детское Евровидение. В общем, красивая и талантливая Тая или Анастасия Жабко. Я думаю, что это самый популярный вопрос, который тебе задают по поводу псевдонима. Да? Хочется сказать, Тая самая, да, по-белорусски выражаясь, хорошо знакомая нам. Почему Тая? Что ты закладывала в смысл этого псевдонима? Почему Тая? Ну, на самом деле все очень просто. Смысл заключается не в самом имени, а в буквах, которые есть в этом имени, а точнее в их значении. Так, например, буква Т олицетворяет творчество, буква А – лидерство, а буква Я – это гармония. Мне кажется, что именно эти черты во мне преобладают. Вообще, изначально, еще до моего рождения, родители назвали меня Настей, как девочку из сказки, с очень мягким характером. Но я вообще Вы себя такой не ощущаете? Я вообще не такая, тем более на сцене. Я очень творческая личность с непростым характером. Но в то же время для меня очень важно находиться в гармонии с окружающим меня и с самой собой. Поэтому Тая. Я поняла, что раз в этой аббревиатуре есть вот лидерские какие-то, да, такие начинания, то вам важно не просто участие в каких-то мероприятиях конкурсных, музыкальных, но и победы в том числе. Главное для себя чувствовать, что вот я достойно выступила и что я лидер. Если даже не Совершенно назвали точно. победителем, для себя я все равно победитель. Я бы назвала это 3 китами, на которых, в общем, строится вся, в том числе, музыкальная карьера Анастасии Жабко. Но, кстати, ведь твое музыкальное дарование еще и, скажем так, хорошая генетика. Природа не отдохнула, потому что твоя бабушка — это, в общем-то, знаменитый автор слов, стихов, сказок, рассказов детских в том числе. Да? Родители познакомились с тебя в Институте культуры, учась на хоровом дирижировании. Брат твой, мы знаем, что он занимается с тобой, кстати, вокалом. Это тот самый человек, который тебя за руку, в общем, сопровождает везде, в хорошем смысле этого слова. Но при этом, при всем, скажи, пожалуйста, это не рассредоточивает твое внимание? То есть это не сбивает тебя как самостоятельную музыкальную единицу? Да, действительно, я выросла в творческой семье, и никогда я не была один на один с творчеством. Всегда рядом со мной моя команда, и более того, у каждого есть своя роль. Мама с самого детства была моим стилистом, брат Глеб, он педагог по вокалу, бабушка и тетя всегда помогали советами, и попутно они еще писали мне песни, из которых я начинала. Ну и, конечно же, самая главная роль у папы. Он у нас в семье музыкальный критик. Находить какие-то недочеты – это его тема. А вообще, очень большой поток информации, у каждого свое мнение, свое видение, и здесь самое главное – прислушиваться к себе. Вот у нас буквально несколько минут назад в гостях был астролог, который сказал, очень важно именно прислушиваться к себе. Критика критикой, но порой важнее услышать свое сердце. Да. И гнуть свою линию. Вы к папиным каким-то критическим замечаниям прислушиваетесь или нет? Я учитываю мнение каждого, но все равно решение я принимаю самостоятельно. И это очень правильно. Давай поговорим про клип, который мы сегодня посмотрим, ведь это действительно яркая такая премьера песни, и посвященная, кстати, школе. «Школа будет» называется песня. Расскажи, как создавался этот, будем считать, что хит, будущий, потенциальный. Кто автор слов, музыки? Вообще, идея написать песню возникла еще летом, когда я всерьез задумалась, а что же я буду петь на 1 сентября и День учителя. К сожалению, мало песен современных о школе, вот, и я решила, что нужно писать что-то свое. Обратилась к Владу Чижикову, с которым мы уже очень давно сотрудничаем. Музыку написал Влад, а текст мы писали вместе. А что касается клипа, режиссером и идейным вдохновителем была Маша Романовская. Ты уже с ней сотрудничала, насколько я помню, да? Клип мы писали в студии. Да, кто стал героями музыкального видео, кстати? Снимались мои друзья, мои знакомые, все очень творческие, талантливые ребята. А роль учителей, кстати говоря, играли замдиректора по воспитательной работе. То есть люди профессиональные. В том числе. Кстати, И мои родители. вот любопытно, это просто видеоряд о школьной жизни? Или там есть какой-то сюжет с какими-то поворотами? Не было цели следовать определенному сценарию. Была задача
передать максимально настоящую атмосферу школы, такой, какая она есть на самом деле. А школа — это ведь не просто учеба, это целая жизнь, которая полна каких-то ярких событий, это друзья, это шумные коридоры, это понимающие учителя, которые всегда выслушают и помогут советам, когда это необходимо. Если надо, даже в клипе снимутся, правда? Да, да. Вот здесь возможно сейчас передать привет своей школе. Ну, все-таки начались опять занятия. Кому передаем привет в это утро школьное? Я сейчас опаздываю на урок обществоведения, поэтому хочу передать привет моему любимому учителю обществоведения Родиону Олеговичу. Родион Олегович, теперь вы видите, что Настя на самом деле по уважительной причине отсутствует. Настя, а мы тебе желаем успехов. Пусть все твои мечты сбываются. Я знаю, что их очень много, и планов, и целей очень много. Пусть все будет обязательно так, как ты захочешь. Ну а мы, Нина Мажейко, Ольга Венская, мы прощаемся с вами на этой музыкальной, прекрасной ноте. И будем немножечко ностальгировать, глядя на клип Насти Жабко. Да, ну вообще всем школьникам пожелаем, конечно же, легкого старта очередной учебной четверти. Вообще, в принципе, всей Беларуси легкого понедельника. И до встречи в эфире «Доброй раницы, Беларусь». Ну а сейчас премьера клипа. Смотрим. Анастасия Жабко «Тая». Что меня так не отпускает, лишь одна я знаю. Буду я вспоминать моменты тающего лета. Вот время пришло вспомнить опять наш школьный двор. И теперь рассказать надо друзьям столько всего. Школа, ритм учебных дней, который запомним мы все теперь. Школа, горы, все друзья, это со мною навсегда. Все вокруг, чат в Телеграме, истории в Инстаграме. Снова мы ищем дельту с гаммой, гуглим орфограммы. Школа, ритм учебных дней, который запомним мы все теперь. Школа, горы, все друзья, это со мною навсегда. Я хочу запомнить каждый день теплоту своих учителей. Школа будет со мной всегда, школа будет со мной всегда. Я хочу запомнить каждый день теплоту своих учителей. Школа будет со мной всегда, школа будет. И вот звонок опять зовет на перемену всех нас. Это наш класс. Заполняет весь этаж, как будто это танцпол. Я скучала так по всем друзьям из параллели. Мы в деле. По фразе, повторяющая все учителя. Вас много тут, а я